В Якутии стартует месячник пожарной безопасности в жилых помещениях. Сегодня в нашей студии более подробно мы будем говорить на эту тему с руководителем пресс-службы МЧС по республике Ксенией Рахматуллиной. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Месячники пожарной безопасности традиционно проходят в пожарный весенний-летний период. Да? Чем это обусловлено? Ежегодно сотрудники структурных подразделений Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия проводят профилактику в жилом секторе с целью снижения пожаров и их последствий для населения. Согласно статистическим данным, повышается пожароопасная обстановка на территории Якутии именно в период межсезонья. В соответствии с этим мы принимаем превентивные меры, чтобы обучить граждан, провести с ними инструктаж о соблюдениях требований пожарной безопасности. Так, с начала апреля на территории города Якутска пройдут рейдовые мероприятия в местах проживания малоимущих граждан, многодетных семей, и особое внимание будет уделено гражданам с низким социальным статусом. Ну, какая статистика на сегодня, вот от начала года по пожарам? С начала текущего года на территории Якутии зарегистрировано 452 пожара, 308 из которых произошли в жилом секторе. В результате воздействия опасных факторов на пожарах погибло, к сожалению, 26 человек и 1 ребенок. Получили травмы 13 человек и 3 детей. Огнеборцами спасено на пожарах было 29 человек и свыше 200 эвакуировано. Если сравнить статистику с предыдущим годом? Дело в том, что согласно статистике у нас происходит рост пожаров в 2 раза, но следует отметить, что с 1 января у нас приняты изменения в законодательстве, и на учет берутся все загорания, на которые привлекались пожарные для тушения. Ну, по какой причине чаще всего все-таки загораются, происходит возгорание жилых помещений? С начала года на территории Якутии основной причиной является, это, естественно, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Следует также отметить, что большинство пожаров происходит в вечернее и ночное время суток. Гражданам следует быть внимательным именно в этот период. А вот интересно, чтобы спасти человека вот из горящего дома, считается ли это нарушением пожарной безопасности? Если мы говорим о спасении людей, об их эвакуации до прибытия пожарных подразделений, то это личная ответственность каждого гражданина, конечно. То есть он берет на себя ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь человека, которого он пошел спасать. Но в случае, когда прибывают уже подразделения пожарной охраны, гражданам не стоит мешать работать профессионалам. Одним из решающих направлений в ходе действий тушения по пожару это является в первую очередь спасение граждан. Это их эвакуация, а проведение тушения и дальнейших каких-то работ на пожар – это уже во вторую. Ну, наверное, каждый себе задавал вопрос, смог бы я забежать в горящее здание. Вот с таким вопросом мы обратились и к горожанам. Вы бы могли отважиться броситься в горящий дом, спасать человека? Ну, не знаю, наверное. Да, но я бы побежала. Ну, или хотя бы позвала взрослых. На помощь, да? Ну, зависит от ситуации. Не знаю. От обстоятельств, наверное. Там как будет, сейчас не могу сказать. Да, я одну бабушку спасла в молодости. Вытащила ее в пожар. Но с их стороны начался пожар. И вот именно ее комнату охватило. Я ее с кровати вынесла, но это лет 25 мне было. Мы продолжаем разговор с Ксенией, руководителем пресс-службы МЧС по республике Саха-Якутия. Ксения, расскажите нам о проекте «Научи спасать жизнь». Что это за проект? Он недавно завершился, в нашей республике? На территории Якутии этот проект завершился. Этот проект идет под инициативой МЧС России с 2015 года. Основной идеей данного проекта это является посыл гражданам, которые не имеют специального образования, но могут научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе и окружающим в месте чрезвычайного происшествия.
МЧС России проводит активную работу по пропаганде и непосредственному обучению населения. Вот. Основные мероприятия в рамках данного проекта – это нормативно-правовое регулирование, мотивация граждан и обеспечение доступности навыков и обучения населению, первой помощи и психологической поддержки. Давайте напомним нашим телезрителям об основных и вроде бы простых правилах пожарной безопасности. Как себя правильно вести, если все-таки вот случилась беда? А если случилась беда, давайте конкретизируем обстановку, то есть где происходит. Либо это помещение у Помещение, себя, мы говорим помещение о у себя помещениях. дома, мы говорим, да. Если мы обнаружили возгорание у себя в квартире, то необходимо попробовать потушить самостоятельно. Если же в случае возгорания огонь начинает интенсивно распространяться, срочно покинуть помещение, обстучать своих соседей, либо с криком «пожар», то есть любые доступные способы. Главное, чтобы ваши соседи услышали, выбежать и вызвать пожарную охрану. Мгм. Если же вы почувствовали запах гари, пожар происходит не у вас в квартире. Как правило, очень часто, как я уже говорила, это происходит ночью. Необходимо выйти на запах, позвонить тут же в пожарную охрану. Не нужно выяснять, где происходит возгорание, обстучать соседей и всем покинуть помещение и квартиру. Что ж, простые правила, да? Да. Главное А лучше иметь вообще огнетушитель в квартире, я так понимаю, да? и не Ну, впадать в панику. Требований таких нету, естественно, то есть частное жилье, да, не подпадает под законодательство в этом направлении. Но для превентивных мероприятий, да, каждый гражданин может обезопасить свое жилище различными средствами противопожарной защиты. Спасибо вам, Ксения, за то, что приняли участие в нашей программе. Мы обязательно будем ждать вас еще. Удачного проведения месячника и очень надеемся, что все-таки пожары сократятся